гараж такой Одна двухэтажный. машины. Скандинавский стиль. Да, видишь, у него Раньше был Черкизон рынок, известный. В современном Москве рынок самый огромный. А вот мы приехали в Садовод. Наши мальчики счастливы. Ага. Аня единственная тут светленькая. И все у Ильи еда на всю нашу семью хватит. Мы нашли отдел просто сумасшедший. Сквозь время. Да, из 90-х в 10-е годы, не в 20-х. Ой, пипец. Всё Да, если об этом узнают твои подружки. Смотрите, какой автомат классный. Если мелочь Теряю. я уже 4-й день Кровать. не сделала ни один клип. Все Всё, уже, выходим. мы уже приготовились, тут кровать нашли. Что-то мы уже столько напокупали, что мы уже запутались. Сжигая калории, а не киловатты. Да, мы в этой мейке Я были. вообще не помню. Мы думали, что эта доска заряжает телефоны. Уже Мама, как всегда, будет пить у нас. Это что за Тимати? Ой. Колесо выше тебя, Илья. Это Илья? Вы в прямом эфире можете вещать что-нибудь. Так, мама, что ты купила? Как он называется? Ты знаешь, как диван сложно чистить? Ты будешь весь волосатый Всё, после твоей он уже куртки. весь... А он смещает меня то в Одинцово, то еще куда-нибудь. Да, да, я думаю, Дождь что шел? дождь, асфальт мокрый везде. Так, все, мы собираемся в поездку. Пока не подержи. 10:38, 18 августа, на улице 20,5 градусов. Выезжаем. Выезжаем. Поверните направо. Они ездили вот так вот, как сейчас едем. Никогда? Да, мы сюда прямо ехали и через Нижнее. Сейчас мы едем через Ярославль, Кострому. То есть из Ухты сюда мы ехали, а наоборот нет. Едем по новой дороге. Ну, для нас новой. Это у нас Щелково. Через 600 метров поверните налево на Толсинскую улицу. Температура уже 24 градуса тепла. Хотя проехали всего 7 километров. Температура уже прыгнула кверху. Через 600 метров поверните направо. Какой на дом Минскую треугольный. улицу. Интересно. Это у них супермаркет. А мы здесь были. В супермаркете? Да. Многоэтажки слева черные, справа рыжие. А там в конце рыженькие. Впереди лежачий полицейский. Ой, это моя. Моя девушка. Заговорила. Слушай, а твоя не предупредила о лежачем полицейским. Едем по такому лесному массиву, и тут вот идут справа Орленок, слева Пушкина, потом идет школа-интернат, это все какие-то пансионаты такие в лесном массиве. Вот тут вообще за колючей проволокой, смотрите. Тоже какой-то, видимо, пансионат. Тут именно вот в лесном массиве все какие-то пансионаты. Дорога такая новенькая, как будто, да? Мгм. И мы, кстати, объезжаем. Мы сейчас будем въезжать в новый городок. Ой, зеленый городок. Не знаю, это город или просто поселок. Кстати, наверное, уже въезжаем в него. Вот, и объезжаем трассу. А там она как раз нарисована вся красным стоит. До зеленого городка. Вот от одной развязки до другой. Вот нас навигатор повез через такой лесной массив. Себе Архангельск налево, правда, Тишкова прямо. И там сейчас выезжаем мы на Ярославское шоссе. Такое загруженное. Здесь склад Озон просто огромный. Ага. Я даже не вижу, где он там заканчивается. Да, представляешь?
Представляешь? Вообще не видно, где заканчивается. Склад Озон. Вот отсюда все и везут по всей стране. Вот слева. Ого. Вообще нету края у него. Вообще. Просто Да, душнее. гигантский склад. Так, кто кому не понравился? Эй. Ну и куда ты там? Поехал. Обочечник. Полицейский обочечник. Не, ну хорошо, когда есть такие полосы, когда есть вот эти, особенно скорые помощи, реанимации, да, то они постоянно тоже так же едут. Как бы машины в основном вообще не нарушают. Хотя и 3 машины влезут, но на обочку стараются никто не заезжать. Ну, трасса загружена, да, Вов? Но. Загружена, прям очень много машин. Ярослав, Архангельск, направо Лешково, Радонеж. Это мы въехали в Сергиев Посад, но он будет у нас слева расположен сам. Просто вывеска была написана Сергиев Посад. Осталось 2, да? Одна туда, другая в противоположном направлении. Так, въехали в Переслав-Залесский. Слева огромное озеро Плещеево. Как эти деревья, какие высоченные. Кроны прямо смыкаются в небе. Ничего себе. А у нас там на заднем сиденье идет шуршание, Поедание. перекус. Ты сыр не мучить, тогда вкуснее. Да, конечно, мама покупает Тирзельтель я купила. Нет, Ты не вкусный его покупаешь. какой-то я купила. А я необычный купила, кстати, специально московские, чтобы... А какой он московский? Который у нас не продается. Я У нас такой купила. продается, ты чё? Который я купила? Да. Я такой никогда в жизни не покупала. Я специально купила его, необычный. Смотрите, какие картиночки плетеные, красивые. Мастера какие-то тут делают. Вначале тирзитер хотела, а потом сметанковый. И, если честно, я забыла, какой я сыр купила. Ну, какой-то необычный. Короче, он не очень. Я так поняла. Но я не помню какой. Какой-то красная упаковка. Он весь в красной Впереди упаковке был. несколько лежачих полицейских. Церковушечка какая-то. Кстати, вот этот Переслав-Залесский очень старый город. И тут... А вы знаете, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Знаете как? Вот следующий будет после Переслава-Залесского Ростов. Не тот, что Ростов-на-Дону большой, а тут Ростов просто. Там снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Где они там, помнишь, бегали по крышам крепости. Угу, как раз А вот здесь снимали. Ну, не в Переславе-Залесском, а в Ростове. Мы его тоже будем приезжать, вот следующий будет. Ну тут как бы мы... А, город впереди. Ладно, попозже включусь. Серп и молот. Кстати, мне тут уведомление пришло. На телефон написано. Ой, какая-то церковь какая-то даже красивая. Написано: добро пожаловать в Ярославскую область. Кто такие Кацкари и где живет Гдымский конь? Почему на гербе Ярославля медведь с секирой и что такое ярушки? Ответы на эти и другие вопросы в гиде МТС Travel. Вот так вот. Столовая. Кафе-столовая «Хуторок». Вообще, кстати, с лучками покупали участников намного вкуснее, чем вот эти.
конечно. Кстати, Переслав-Залесский ходит в Золотое кольцо. Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруковым в качестве будущей столицы Северо-Восточной Руси. Вот. Проездная, гостиничный комплекс, стройка, семейное кафе, ну, коричневое. Достопримечательность. Ну, тут любое кафе, видимо, уже достопримечательность. Шалопай. Мальчика. Первоначальное название было Переяславль. А потом как-то. Парк, видимо, какой-то у них тут культуры. Зелененький такой. Ну вот этот озеро, которое я говорила, да, мы только вещали, Плещеево, это огромное. Вот здесь на этом озере Плещеевом в конце 17 века юный Петр I создал свою потешную флотилию, которая положила начало российскому военному флоту. Да. А еще здесь родился и вырос Александр Невский. Ух ты, мне надо, знаете что, зарядку. Включите, пожалуйста, золотой сумочки зарядочку мне. Ой, смотрите, какой храм старинный. Красивый. Храм открыт написано. Там есть музей шоколада. Мы приезжаем. А, ты прочитала, да? Вон реставрация идет. Что, где мы? Переслав-Залесский. А, Не, нету. Это же другой провод. Не проедет. Вкус вилл здесь, ничего себе. вкус пил, здесь полезно, вкусно. Спасибо. Это, кстати, город монастырей. Спасибо. Город монастырей. Гостиница такая здоровенная, ничего себе. О, Ярославль. ничего себе. А, Нет, это город. я не вышел. не Ну, вижу видно сразу здание. туристический, много здесь туристов ползает. Да, домов. И много здесь всяких заведений, туда пиццы и все такое. То есть это не захолустный какой-нибудь городочек. А где дома-то? Этажная хотя бы. Тут очень много храмов, монастырей, церквей, Блинная. музеев очень много. О, блинная даже. Смотрите, какой домик. Ничего себе. Ой, какой красивый. Большая. А там современно уже напротив. Красивее там. Да. Тут даже есть музей, Впереди несколько лежачих полицейских. музей утюга. А здесь много, да? Конь в пальто. Музей конь в пальто. Музей хитрости Да и вот музей, смекалки.
Подожди. Дом Берендея. Сейчас проехали. А вон слева империя цветов. Видимо, продают цветочки. У них тут набережная еще есть какая-то красивая. Достойная променад Ялты даже. Ничего себе. Даже какого-то европейского культурного городка. У церкви 40 мучеников. Дом Берендея. Мы сейчас вот проехали. Там тоже, говорят, здорово. Сыроварня Мария Коваль. Слушай, тут и одни экскурсии бесконечные. Время 13:03. Мы проехали 141 километр. У нас небольшой перекус. 2 вида колбаски, сырочек, огурчик и хлебушек. Стелла, это куда-то что-то мы въезжаем. Интересное. Это че? Никола Сальбицкий женский монастырь. Смотрите, пошли. И от холма до холма мы едем. Сейчас следующее забираемся в горочку. Оп. Это мы едем по Ростову. Ну, не такой Ростов, который большой, все знают, Ростов-на-Дону, а здесь другой Ростов. Ярославская, да, область, и рядышком озеро Нера. И вот мы едем, и тут бесконечно идут рыба продажи. Видимо, такое рыбное озеро. И вот все идут, рыбки всякие продают. Вон опять рыба. Раки, рыба. Лук-то у них там какой. О, с кулак. Больше даже. Что, лук? Лук. Это будет на сухой речке Волги. И, наверное, сейчас это будет серый помещик нас учил. Кабриолетик. Оп. Не догнал нас. Все-таки он нас обогнал. Не справа, так слева. И вправо налево. Так, Илья, посмотри. Надя спит. Что смотреть? Там в салоне. Очки не сдувает. Смотри. Ох ты. Ах ты какой. Как это пришмандявка еще туда. И это туда же. Ты посмотрите на них, а. Семибратово. Что-то мы тут немножечко стали в пробочку. Тут опять пишут все друг другу, что стоим? А там отвечают, мы дорогу ремонтируем. Те говорят, как вы ремонтируете? Если вы ремонтируете, вы бы тут не писали. Те говорят, у нас обед был. Господи. Да мы все читаем на Яндекс.Картах переписки. Кто это тут перед нами-то? Такая Катя. Ничего себе. А он там еле скачет. А что это? А что такое себе? Что это такое? Асфальт. Что он такой высокий?
из-за этого мы едем очень-очень медленно, с двух сторон. Потому что Малиной запах. ремонтные работы идут. Прям малиной. Да, точно, малины пахнет. Малиной. Так, по этой трассе лукойловских заправок нету. Первая будет в Шарье, это 430 километров. И перестроить маршрут. А, точно Бузова появилась. А, Бузов. Развернитесь. Ага, так что мы заехали Газпром нефть, зальемся здесь. Но нам осталось только на 150 километров пути. Впереди город Ярославль, мы сворачиваем направо. Все, Ярославль у нас остается слева. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. Там, конечно, видно такие высотные дома. 9 километров. А вон даже вот так кусочек, если вот так сделать, там вот и стоят высоточки. Видно, что крупный город. Вот выходит. Здесь трасса пустая. Такой уже нету. Ой, короче. Загруженности нет такой сильной, как вот мы ехали сейчас в Ростове. Но там потому что ремонт дороги был. Кострома впереди 61 километр днем. Какие-то здания такие огромные тут. Через 500 метров круговое движение. Второй съезд. На трассе стоит светофор. Так, конечно, опасненько тут переходить. Откуда они идут, с каких полей, там ничего нету, ни домов, ничего. Куда он идет, дед? С бабушкой куда-то идут. А там вообще его, ну просто лес. Ну не за грибами же они ходили. А может за грибами? И слева тоже непонятно. Там просто бетонная стена и больше ничего. Интересно. Самолетик стоит. Видим. Вот. Здесь отвороток в аэропорт. Ярославский аэропорт. Он даже вывеска, видишь? Аэропорт. 500 метров. Это он от Ярославля в 23 километрах находится. О, туда. Какая-то сетка там натянута, синяя, зеленая. Какая-то военная база, смотри, палатки их стоят. Костромская область. Какие дороги прямо очерчены, да? Линии какие красивые. Лупзаль, Кострома сырная. Это отель так называется. Кострома, на улице 26 градусов. Жарко. Время 16:00, то есть 4 часа вечера мы уехали в Кострому. Кострома. А проехали уже 322 километра. Ну как проехали? Да, вот отсюда, по-моему, где-то заезжал. Это как у нас от Ухты до Сыктывкара 340. Это мы еще даже до столицы, можно сказать, своей не доехали. А тут уже и Москву посетили, и Ярославль, и Кострому, уже кучу городов. А у нас всего вот Ухта и Сыктывкар, 2 города, до которого мы как бы по расстоянию еще не доехали. То есть тут такие смешные расстояния для нас. Вот сразу заезжал, да, домой. Хотел.
да, как все спрятано. Ростелеком. Ювелирный центр. Универмаг, Кострома. Внизу вкусно и точка. Какие-то почки, масла везут там. Лукойл. Ух, какая высокая многоэтажечка. Сворачиваем с трассы в кафе Берлогу. Здесь по-цивильнее как-то, мне кажется. Там как-то вообще страшненько было. На карте написано «Маяк», но мы туда подъехали, там ни название, ничего, и какая-то уж совсем старенькое здание, старенькое. Дверь, там не дверь, а чисто ржавчина. Ржавчина, да. Мы опять неизвестно где. Потерялись. Да мы не потерялись, мы поесть Потерялись. приехали. Не знаешь, там где? Банька. Ну что, банька? Теперь надо найти, где эта столовая вообще находится. Где она? А? Где же столовая? Ничего не написано. Ой, господи. Ого. Переводом. Ну, перевод можем. А меню-то где-то есть? Все, мы заказали. Заказалось кафе. Кафе-бар даже больше. Тут как на отдых приезжает. База отдыха. Тут баня, все. Кувшинки. Мы как раз на Там лотосы. цветочки. Да, настоящие. Мы хотели на лотосы, не попали. Вот вам лотосы. Под Костромой. Мы же не катаемся в них. Ой. Сейчас могу сделать вам покатушки. О, стрекоза, смотри. Стрекозулька, стрекозулька, да, вон какая большая. Ну когда тебе цветочек, да классно, он настоящий, 2 даже. 5000, сейчас Класс, какая прелесть. А не только тут. Смотрите, вот там еще не распустившиеся бутончики вон из воды. Вон торчат. И с той стороны еще цветочки вон там. Где? Вон. Класс. Там этот сидит. Это водяной. Не, я вообще водоросли. Ой, а водоросли-то красивые. Смотри, вода-то чистая, прозрачная. Там какая-нибудь нож валяется. Рыбки, вы О. видите рыбки? Нож? Рыбку видите? Нет. Как? Вон сейчас проплыла. Ты, Илья, видел? Конечно. Черненькая. Сейчас Что посмотрим. водоросли? Ой, тут оранжевый домик. Здесь розовый домик. Вот, Аня, рыбка. Иди сюда, Аня. Вон, черная. Не. Вот, видишь, вон. Вот. Нет. Да. Вон хвост, Ну, вон. блин, мама. Что? Её видеть-то можно. Так ты сейчас увидела? Да. Ну, вот, рыбка. Я думаю, она покрашена. Да, Илюш, осторожно сказали, они покрашены. Я хочу камень, я хочу посмотреть глубину. Ну, прыгай.
Глубина? Тут маленькая глубина. Путеводная звезда идет Да, наша. кстати, я, смотри, она так этот... Не, мне нужен камень. Я помню, там, когда мы плавали на лодке в Яринске, там у кувшинок Кто живет водяной? Да. корень, нет, не корень, а На, стебель вот больше такой. Смотри, какие красивые. Я говорю, мы в лотосах не плавали. Вон, кувшинки теперь хоть тут под Костромой посмотрим. И тут рыбки плавают. Вот, вот, вот. Там 3 большие и 4, мама. А ты- Крашеная вот эта вот хоть? Стала крашеная? Другие вон там. Те, А, да. здесь? Да. Ну покажи. Ты можешь подвинуться? Нет. Тут Тут вон, да вон, все в рыбах, вон, видишь? Да. О, они такие большие. А, Ой, я ушла. ну что-то они все уплыли. Тут было их прям очень... Вон, видишь, вон сколько. Мама, еще дальше фигурки есть. Да, вот во-во-во, рыбы. Вот сейчас видно. Потому что отсвечивает как бы солнышко. Что? Нет терминала и перевода. А МТС связи, говорит, если у вас МТС или мегафон, Да. то бесполезно, только Билайн ловит. Если бы я наличку не снял, сейчас вообще без известно. Ужас какой-то. А, терминал не работает, что связи нет. Да, в О, Москве, да, 1900. это же дубы. Дубовые листочки. Вы слышали звук? Какой? Вы слышали? Какой? А, это Илья? Это Йети был. Илья, это ты? Это ты так сказал? Ты такой, Вот такой. вы слышали? Я что, одна слышала? Что? Это какой-то баран был. Не знаю. Ну, может, у какой-то соседей, тут же живут люди-то. А, да нет, он прям тут был. Пошли туда на И территорию. отсюда Илья вышел. Это Илья, наверное. На территорию пошли туда еще. Нет, Илья. Берлога. Я испугалась. А что бояться-то тут? Мама, папа, брат. Что бояться-то? Пойдем сходим в баньку, посмотрим. Пошли. Банька. Там, правда, уже основа. Еще если тут. Ну, куда мы не пойдем? Да нет, я просто смотрю, видишь, какие столбы интересные. Ой, там тоже красиво как. А, уже принесли? Дождались, наконец-то мы второе. Давай, давай. Долго так забери с собой. Приятного аппетита вам еще раз. Спасибо. 17:17 выезжаем. Мы пообедали и поужинали. Все в одном лице. Последний раз время смотрел, это было 16. Ой, а зачем она нам помахала? Кому? Нам, Что я перепутала? наверное. Главное, Не, верьте вот в себя. сказала, Снова на маршруте. Я бы сказала, блин.
Смотри, она не отстает. А 44-й регион это кто? А та сейчас скажет: Биба, ты где? Боба, я с тобой еду. Как за мной? Нет никого сзади. Да ладно, нет, что ты шутишь, прикалываешься, что ли? Ты куда уже въезжаешь? А вот написано Ухта какая-то. Ухта. Боба, ты что, совсем что ли? Я не говорю, вон он не отстает. Я не говорю, я не шучу. Это дура сейчас будет с нами ехать. Она же не понимает, Volkswagen Toyota, один фиг, белая машинка. Все, у нее... Все, она с нами едет, смотри. Догоняет. А вот ночевать-то? Вот смотри, сейчас это погони. И она будет стараться нас обгонять. Держаться за нами. Ой. Какой мастер. До следующей. А, реставрация идет. Церквушки. Это обязательно есть, Судислав? Обязательно налево. Да. Она меня тащит в центр. Значит, короче. Поехали, ладно. Надеюсь, Бузов не обманул. Поверните направо. Судислав. Едем прямо через сам поселок городского типа. Ого! Это одна сплошная гора. Кто-то живет. Так. Там живут. Правда. О, выпечка, хлеб, нам хлеб нужен. Ой, это что за старинное такое здание? А, все в флагах. И, ну и как бы и тут такое, не молодое. О, Ленин стоит слева, руку поднял. Что, снег? Ой, какие дома. Бедный, этот вообще горел. Ты снег? Внизу, главное, кирпичная, да, кладка на домах, и сверху деревяшка пристроенная. Ну, смотри. Это типа город. Чуть-чуть какие дома старинные. Вот это? Ну, это город, да. Это находится вот... Это вообще что за белокаменная такая прелесть. Как интересно. То есть в Австралии холодно? Что это? Ни вывесок, ничего нет. Что это? Тоже снег. Нет, нет. О, снег. Старинное какое-то здание. Тут старинное. Ой, да что такие здания-то старинные тут, а? Вообще. Там, где все аборигены живут. Деревья же внутри растут. Точно. Ну, я знаю, что есть такой остров, но не знаю, где он. Да? Нет, это люди плавали. Прям Это администрация прям у них. Районный суд. Вот он весь блестит. Ой, смотри, папа. Прикинь, как я его нашла? Вообще. О, потом наверх будем подниматься. Да. По-моему, кто-то из наших. Отель Русь. Как эта деревня называется? О, я это помню. Вот как? Кады. Кады. Когда мы туда ехали в том году, я вот это запомнил. Слушай, фур так много вон по бокам стоят. Это реально истоптано. Вот и вся деревня. Там туда вниз, видишь, направо ходит. Ну да, она там, где она где-то. Даже кирпичное двухэтажное здание вон. Многоэтажечки. Такой захолустный, конечно.
хаты. Да, захолустье. Едем по Макарьеву, а справа вдоль всей трассы идет река Унжа. До Мансурова она будет идти. То есть мы сейчас будем ехать вдоль реки. Все только вот. А это второй тут бар был. Кафе Козловка. Це видно кафе. Но у них две, с двух сторон. С одной стороны заправки, с другой. Я вот не помню, где мы ели, когда сюда ехали. Серый небо, светлее. Я вот тоже не помню. А, в Даниловке или что? В Даниловке же. А, и все. Мы же тогда утром выехали из Ухты и в Костромы приехали. Рядом, знаешь. Да, мы же одним днем прямо из Ухты. Это мы едем по объездной Мантурово. Ой. Она у нас справа расположена. Совсем взяла меня. Поверните направо. Тут ремонтные работы. Серьезные. Аж дорогу перекрыли. Светофор поставили. Наверное, мост какой-нибудь делают через реку, да? Да, название реки, что там снизу, да? Что-то написано. Шекшема. Река Шекшема. Сейчас вот направо, там дорога будет вообще в ужасном состоянии. Она на Ветлугу идет. Ну, вот. А, так мы еще уступить дорогу? Это еще и главное, что ли? Потому что ее отремонтировали, сейчас я посмотрю. Даже окошечки сейчас вниз опущу, чтобы видеть. Да вроде не нормальная. Не нормальная. Ненормальная? Ну нет, да, наша лучше-то такая. Но она главная, оказывается. Ничего себе. Тут дорога главная. Ну что, на всей трассе появилась первая лукойловская заправка. Мы ее дождались. Сейчас будем на нее заворачивать. У нас осталось 65 километров бензина. Проехали уже 645 километров. Время 8 вечера. Чё себе, сколько тут фур много. Ну, Очень много. Так, сколько? 54, 47, 95, 51, 30, так, сейчас я 92, зашью. Я сейчас капну себе этой 61, жидкости 09, в бак. дизелька. Какой? Зачем? Мини-маркет. Ну-ка, мигает, нет? Нет, все хорошо, видно все цены. Экто. Едем всю дорогу, вообще связи никакой нету. То есть интернета нет. Просто едем. А, Да. мы можем в Шарю заехать? Что ты? Можем? Хотим в Шарью заехать в продуктовый магазин и купить лучше назад поехать. продукты. Получается, нам возвращаться надо будет. А то мы хлеба из Москвы совсем мало взяли, весь хлеб сразу же съели, осталась Ладно, сейчас колбаска, назад сыр вернемся. и что-нибудь еще купить. Ну, Ну, дорога такая глухомань, это вообще, может сказать, вот просто интернета нет, столовых мало. Это напоминает мне дорогу, когда мы едем с Волгограда. Вот там вот такая же она. Дикая, дикая, пустая. Еще и без интернета. Мы едем, эту пятерочку объехали уже с 3 сторон. Она вообще без окон. Мы думали, она не работает. А потом смотрим, что-то там свет горит из дверей. Значит, работает. А у меня есть другое окно, оно у меня тонированное. И вообще... Тебе вообще я интересно. смотрю, что там за лампочка мигает. Да, так что идем сейчас что-нибудь купим. Кто что пожелает. Ты что желаешь купить? хлебушка. Я в пробках.
гостиница. Здание вроде такое красивое. Детей пока оставили там. Сейчас спросим, есть ли места. Ой. А, это кафе стоит. Ой. А? Мест нет. Едем дальше. Самое обидное, что интернета нет. Чё? Нет мест. Мест нет. Так, время 23:04. Проехали мы в 733 километра. На улице 19 градусов. Так, сняли квартиру в Котельниче. Я не хочу под пледом. Так, там еще одна комната. Так у меня вообще ничего нет. Вы-то в другой будете комнате спать. А вы где? Мы здесь. Чего? Вот. Опа, на. Илья спортом вот они. Вот раз кроватка, два. А тут еще выдвижные. Еще ниже можно. Я хочу там спать. Нет, нет, тут хочу. Да, видно, что тут жили. Так. Ванна. О, какие плитки огромные. Ничего себе. Ну-ка, такая постучу. Что, прям настоящая? О, да, ничего себе. Полыхало, да? Электрический, ну-ка, горячий обогреватель. Его надо включать. Это тоже, смотри, видишь, как-то тут с часиками. Что-то он тоже включил. Как-то, все, вот видишь, как сейчас модно. Стекла. Душевая. Туалет. И кухня, подожди. О, боже. Это что? Это... Есть посветлее? А что черное? Фу, они такие грязные. Холодильник. Так, и что, тут даже балкон есть. Только я боюсь выходить туда. Подождите, это чье? О, ничего себе. Ну вот, столик, стульчики. Доброе утро из Котельничей. Вот такой дворик. Квартира. Кстати, квартира очень хорошая. Нам понравилась. Классная квартира. Все, садимся в машину и едем.